Что касается непосредственно вопроса о обращении группы оппозиционных депутатов парламента Великого национального собрания Турецкой Республики. Ну, как известно, несколько партий обратили свое внимание, и я это с чувством удовлетворения констатирую, на комплекс проблем, который существует, который сложился в результате вот такого дискриминационного отношения к свободам, правам граждан Республики Абхазия, абхазов. И, конечно, здесь двух мнений быть не может. Я удовлетворен тем, что мы сумели привлечь внимание еще и к этой проблематике. Проблемы признания наших национальных паспортов как средство передвижения по миру, она не нова. Мы очень большое количество раз и постоянно, часто, упорно ставим эти вопросы перед нашими внешними партнерами по переговорам, теми, кто обязан озадачиться этой проблемой. Это международные организации, это международные авторитетные институты, такие как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Европейский Союз. Но каждый раз, каждый раунд, например, на тех же женевских дискуссиях, это предмет нашего упорного, настойчивой работы для того, чтобы привлечь внимание и добиться результата в этом плане. Поэтому любая инициатива, от кого она ни исходила бы, от кого бы ни исходила эта инициатива, она вызывает у нас чувство удовлетворения. Я оцениваю это как факт, который начинает откладываться в общественном сознании, как политика, в общественных деятелей, депутатов различных стран, не только Турецкой Республики, а во многих странах. Такую же работу мы ведем и в Сирии, и в других странах, что в общественном сознании укореняется необходимость признания того факта, что абхазам, гражданам Абхазии, отказывают в реализации элементарных прав и свобод, которые, кстати, закреплены в различных международных конвенциях. Вот на это нужно обращать внимание. Поэтому, конечно, здесь мы испытываем определенную надежду на то, что не только оппозиционные, но и любые другие общественные политические деятели в той или иной стране, в частности в Турецкой Республике, они возьмут на вооружение подобные подходы. Очень надеемся на это. При этом хочу подчеркнуть, что органы государственной власти Республики Абхазия, руководство Абхазии, Министерство иностранных дел не могут себе позволить вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Это нужно понимать всем, в том числе и тем нашим общественным деятелям, которые призывают к очень таким быстрым, немедленным действиям, реакциям, участию в тех или иных мероприятиях, которые проводятся депутатами парламента. Я вообще хочу сказать, что деятельность МИДа, она не осуществляется в социальных сетях, в Фейсбуке, путем каких-то воззваний, заявлений и так далее. Тогда, когда будет необходимо, когда будет принято сбалансированное, экспертно обоснованное решение, а этому всегда предшествует очень серьезная аналитическая работа, в этот момент и происходит то или иное заявление или комментарий Министерства иностранных дел. В этом плане и президент, как лицо, которое определяет внешнюю политику нашего государства, и Министерство иностранных дел, как проводник этой политики, разумеется, всегда принимает только взвешенные решения. Я думаю, что это должны понимать наши общественные деятели. И еще раз хочу сказать, есть закрытая часть
деятельности таких ведомств, как специальные службы, Министерство иностранных дел. Это все в одном ряду. К этому надо относиться с пониманием. В Министерстве иностранных дел, говорю это с полной ответственностью, работает достаточное количество профессионально подготовленных, компетентных сотрудников. Никогда ни одно решение не принимается по желанию личной прихоти министра или иного руководителя. Этому всегда предшествует аналитическая, скрупулезная, не всегда заметная, непубличная работа. Что же касается эффекта, который может возникнуть из подобного рода активности общественных деятелей, депутатов, политиков, мы очень рассчитываем, что эти подходы, как я уже сказал, о необходимости признать право граждан Абхазии на внешнюю мобильность, признавать документы жизненного цикла, которые выдаются правительством Абхазии. Эти понимания, эти подходы возобладают в общественном сознании, укоренятся в мнении тех, от кого зависят подобные решения. Мы очень рады были бы, если бы подобные решения поддержало как можно большее количество политических, общественных деятелей. При этом мы, еще раз подчеркиваю, уважаем принципы невмешательства во внутренние дела других стран и работаем там и таким образом, где только возможно лишний раз, еще раз подчеркнуть и реализовать наши внешнеполитические интересы. Эта работа будет продолжена. Я уверен, что в подобной деятельности, наблюдая за различными дискуссиями в медийном пространстве, я думаю, что в подобного рода деятельности здесь не может быть места разделению, конкуренции, симпатиям, антипатиям личного свойства. И Федерация абхазских культурных центров, и другие активисты, патриотичные члены нашей диаспоры, они должны работать, что называется, бок о бок, в едином строю. И только тогда можно рассчитывать на достойный, эффективный результат, который удовлетворит наших граждан, наше государство. Здесь, конечно, я большие надежды связываю, и эта деятельность уже сегодня ведется, на такую консолидирующую роль нашего полномочного представительства. Наш представитель в Турецкой Республике Ибрагим Хиджранович Авицба, он именно на это и ориентирован, он именно такую политику и старается проводить для того, чтобы консолидировать нашу диаспору, различные организации, и только на основе вот такой взаимной, уважительной, серьезной совместной работы достигать результата. Я хочу сказать, что нам всем стоит проявлять больше терпимости, больше уважения друг к другу, с пониманием относиться к той непростой работе, к той непростой деятельности, которая проводится в том числе и нашими гражданами, нашими общественными деятелями и органами государственной власти, в том числе Министерство иностранных дел. Мы принципиально, по-прежнему, настойчиво отстаивали и будем отстаивать внешнеполитические, внешнеэкономические интересы нашей страны в любом регионе мира, где только мы сможем создать такую среду, чтобы реализовать эти наши устремления. Ну, здесь даже не стоит, я думаю, говорить, это очевидно любому, думаю, зрителю, слушателю, что в Абхазии не существует ни политиков, ни членов нашего общества, рядовых членов общества, которые не приветствовали бы признание наших паспортов как средств передвижения, не приветствовали наши сообщения с другими странами, транспортное, морское сообщение, которое позволит нам в большей степени реализовать наши контакты, позволят чаще общаться, создавать условия для экономической деятельности. Это же все очевидно. Нет таких в Абхазии
противников подобных проектов, подобных целей и задач. Я думаю, что всем, кто высказывается и будет еще писать и высказываться на эту тему, стоит учитывать этот фактор. Нужно понимать, что мы все пытаемся добиться одной общей задачи. Общественные движения, партии, общественные деятели это делают доступным им способом. Государственные органы власти, в том числе внешнеполитическое ведомство, не менее настойчиво, но со своей спецификой работы занимается той же самой задачей, пытается достичь ту же самую цель.